Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости», в студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. В Интинском округе кипит работа. Энергетики и коммунальщики проводят масштабные ремонты по всему городу. Классическая музыка и комфорт. В одной из 9-этажек установили современный лифт. Культурная мурлыка – антидепрессант. На должность библиотечной кошки принята пушистая красавица Зина. В Инте активно ведутся ремонтные работы. Приводятся в порядок сети горячего и холодного водоснабжения. Изношенные трубы меняются на новые. Благоустраиваются дворы. В рамках реализации программы формирования современной городской среды в этом году планируется капитально отремонтировать 8 придомовых территорий. В разных частях города трудятся бригады рабочих и спецтехника. О том, что делается в муниципалитете и какой объем ремонтов предстоит выполнить в этом сезоне, наш следующий репортаж. Руководитель администрации Владимир Киселев держит на особом контроле и регулярно инспектирует объекты, где проводятся работы. На этой неделе в очередной раз мэр в сопровождении своего первого зама посетил теплотрассу по улице Мира в районе домов номер 41, 47, 49 и 50. Здесь уже на протяжении месяца ведутся масштабные работы по реконструкции участка магистрального трубопровода диаметром 325 мм. Теплотрасса, принадлежащая компании ПАО «Т+». Здесь происходит плановая замена 250 метров в однотрубном исполнении. У нас появилась возможность начать работы до окончания отопительного сезона и по согласованию с администрацией города, которая пошла нам навстречу, к работам приступили заранее. Это было сделано для того, чтобы в спокойном порядке провести ремонт. При этом качество услуг для жителей не пострадало, поскольку была собрана временная схема по горячему водоснабжению и было запитано 4 дома. Таким образом, мы постарались минимизировать те неудобства, которые могли испытать жители города. Работы ведутся планово. Плановый срок окончания у них, конечно, сентябрь. Но в соответствии с графиком работы будут закончены раньше. Как вы уже можете видеть, уже половина работ из 250 метров сделана, а именно ликвидирована старая теплотрасса, уложены новые лотки, сделана подсыпка, все как предписывает проектная документация. И еще раз повторюсь, работы начаты намного раньше, чтобы не было, так скажем, неприятных сюрпризов перед началом отопительного сезона. Сложности здесь были с тем, что ранее теплотрассы, которые прокладывались для ускорения работ, так скажем, теплотрасса накладывалась одна на другую. То есть не вынимались старые трубы, а целью, так скажем, сократить временной интервал, новые трубы укладывались на старые. Поэтому изоляция, которая раньше применялась, цементная, то есть она со временем крошилась, со временем приходила, естественно, в негодность и заполняла, так скажем, мусором лотки. Сейчас было принято решение все это полностью переложить, и, как вы можете видеть, теперь сухие, чистые лотки, сухая новая теплотрасса, причем она будет с датчиками контроля. То есть при наличии утечек, либо при наличии каких-то инцидентов на теплотрассе, на пульт диспетчера поступит сигнал о каком-то инциденте. Данный участок являлся проблемным и не один год доставлял хлопоты как ресурсоснабжающей организации, так и жителям окружающих домов. Трубы здесь были проложены несколько десятков лет назад и, естественно, износились, не выдерживали нагрузок. Частые порывы в зимнее время года приносили неудобства жителям, которые по стечению обстоятельств оставались без горячей воды в холодное время года. Данный участок был очень проблемный, как в весеннее, так и в зимнее время, так и в морозы приходилось здесь делать ремонтные работы. Теплотрасса ПАО «Т+». В этом году они запланировали масштабную замену и лотки, и сами трубы. Трубы уже качественные по новым технологиям, поэтому в этом году сделают. Я думаю, что проблем никаких не будет. И мы на этом участке забудем о том, что здесь аварии какие-то будут происходить зимой.
Материал весь есть, работы ведутся по графику, все сделают вовремя, поэтому здесь никаких переживаний нет. Хочу принести извинения жителям города за доставленные неудобства и просто прошу понять, что это необходимость, так как данная теплотрасса была выбрана под замену по количеству аварий и инцидентов, которые на ней были. То есть это не бездумная перекладка, а именно тот участок, который, так скажем, в предыдущие года требовал пристального внимания, а сейчас он будет переложен, и я надеюсь, что все будет, так скажем, планово и нормально. Стоимость проекта составляет около 15,5 миллионов рублей. По словам руководителя фирмы, проблем с квалифицированными кадрами и спецтехникой нет. Новые трубопроводы будут оснащены пенополиуретановой изоляцией и системой дистанционного контроля, позволяющей оперативно выявлять возможные повреждения. Будет также выполнена реконструкция 2 тепловых камер с установкой новой запорной арматуры. Выполняемые работы позволят свести к минимуму тепловые потери, повысить качество и надежность теплоснабжения интинцев. Данные трубы так называемой ППУ изоляции, то есть металлическая труба, она в кожухе из пластиковой трубы, и межтрубное пространство между ними заполняется пенополистиролом. То есть, да, коэффициент, так скажем, тепловых потерь здесь намного меньше, чем раньше было. И еще раз повторюсь, это немаловажный фактор для обеспечения качества услуг для жителей города. Параллельно ведутся работы специалистами «Акваграда», поставщика холодной воды в городе, оказывающего также услугу водоотведения. Как только ТЭЦ завершит укладку трубопровода, они приступят к замене труб, находящихся в их ведении. Ремонтные работы по водоснабжению данного участка, уже ведутся. То есть нами временно уже проложена водопроводная сеть в пластиковом исполнении. Совместно ведем работу с ПАО «Т+». То есть мы зависим друг от друга. Естественно, согласовывается работа. Сейчас, как только тепловая компания ПАО «Т+» заканчивает работу по прокладке тепловых сетей, сразу же параллельно будет проложена водопроводная сеть, которая находится у нас слева. Она будет уложена рядом с тепловой трассой, и, естественно, работы будут выполнены. По словам руководителя администрации, контроль за ходом ремонтных работ будет осуществляться постоянно. Еженедельно мы собираемся в администрации, обсуждаем все планы, все текущие работы. Ну и выезжать, помимо объездов 2 раза в неделю, совместные выезды раз в неделю, конечно же, будем делать вместе с ресурсоснабжающими организациями. Следующий объект, который посетил градоначальник – дворы домов номер 18 и 20 по улице Промышленная. Здесь работы начались примерно неделю назад. В рамках комфортной городской среды в этом году мы асфальтируем 8 дворовых территорий, а также тротуар по улице Мира. Сейчас мы находимся на дворовых территориях Промышленная 18-20. Это первый объект, который начали в этом году. Видим, что бордюры уже практически установлены. В ближайшее время подрядная организация перейдет на второй объект. То есть параллельно будут делаться несколько объектов. Работы ведутся, материал есть. Я думаю, что как только будет сделана подготовка, запустится асфальтный завод и будут укладывать асфальт. В этом году нам предстоит сделать 8 дворов. По улице Промышленная 2 двора, по улице Мира 4 двора, по улице Куратова 2 двора. И по улице Мира у нас будет продолжен тротуар. В том году он был начат, недоделан. В этом году мы продолжим. Работы начались с начала мая. Это подготовительные работы. Сделали завод, провели все пусконаладочные работы. Также был уже приобретен щебень, гранитный отсев. Порядка 30 вагонов уже отгружено, он уже на складе разгружен. То есть поставщик один с Карелии, щебень гранитный. На сегодняшний день подрядная организация уже выполнила работы по снятию старого асфальта, провела необходимую подсыпку и выравнивание дорожного полотна. Практически полностью установлен бордюрный камень. Специалисты кропотливо выравнивают по уровню бордюры и укрепляют их бетоном. Подрядчик планирует подготовить таким же образом дворы по улице Мира. И уже параллельно начнется укладка асфальта сразу на нескольких объектах. Идет подготовка для
укладки асфальта по улице Промышленная. Вот мы планируем перейти на улицу Мира, 2 двора подготовим и потом одновременно будем их, здесь будет уложен асфальт. Про качество что могу сказать, как и всегда, не хуже, не лучше. Гранитный щебень, отсев, порошок. Вот. Какие требования есть по асфальту, такие мы и выполняем. В рамках социального партнерства руководству округа удалось договориться с подрядчиком произвести снос старых полуразрушенных сараев. Жители близлежащих домов на протяжении нескольких лет обращались с просьбами убрать ветхие постройки. Они не только портили внешний вид двора, но и представляли опасность для гуляющих деток. В самое ближайшее время эти работы будут выполнены. Мусор подрядная организация также вывезет сама. Просили подрядную организацию по соцпартнерству снести сараи, так называемые, они уже были наполовину разрушены. Жители этого просили не 1 год, поэтому договорились, что предприниматель снесет и вывезет. В рамках осмотра объекта мэр города успел пообщаться с активистами, проживающими в этих домах, и обсудить несколько личных вопросов. Особую благодарность жительница высказала за снос сараев. Она сказала, что уже даже знает, как облагородить эту зеленую зону, в планах разбить клумбы и высадить цветы. В одном из многоквартирных 9-этажных домов в центре города введен в эксплуатацию новый лифт. Старый подъемный механизм выработал свой ресурс и подлежал полной замене. На месте грохочущего, периодически выходящего из строя и морально устаревшего лифта появился современный и, самое главное, безопасный лифт. У жителей дома номер 25 по улице Горького настоящий праздник. На смену старому лифту, отслужившему более 25 лет, пришел современный, комфортабельный, безопасный лифт с автоматическими дверями, в котором комфортно ехать и приятно находиться. Лифт едет очень плавно и бесшумно. Двери оснащены фотоэлементом, который обнаруживает человека или предмет в проеме и не дает им закрыться. Не знаю, есть ли в других домах такое нововведение, хочу рассказать про этот лифт. То есть был приятно удивлен. В нем существует система защиты от закрывания дверей. То есть я представляю ужас мамочек, которые обычно, если с коляской заходят, чтобы эта дверь не закрылась. Теперь в данном лифте существуют специальные датчики, которые не позволят закрыться дверям, если что-то либо мешает на пути закрывания. Вот я смотрите, видите, стою, то есть дверь не срабатывает. Я сейчас выйду, и дверь закроется. Новый лифт не сравнится со старым. Кабина отвечает всем современным требованиям и даже умеет говорить. Из динамиков звучит классическая музыка. Одна из стен оснащена ЖК-дисплеем. Кнопки антивандальные, а надписи на них дублированы шрифтом Брайля, рельефно-точечным шрифтом для слабовидящих людей. Лифт, который здесь существовал, он проработал более уже 25 лет, и в любом случае он подлежал замене. По капитальному ремонту в феврале месяце зашел сюда подрядчик. Чуть более 3 месяцев они ремонтировали, потом согласование документов происходило, и вот буквально вчера лифт был введен в эксплуатацию. За проведением работ по замене лифтового оборудования внимательно следили представители управляющей компании. Специалисты ЖЭКа, обслуживающего данный дом, регулярно посещали объект, контролировали производственный процесс, чтобы работа не затягивалась. Мы со своей стороны старались с подрядчиком встречаться, постоянно контактировали, потому что для нас, чем быстрее этот лифт был бы запущен, тем, скажем так, для наших жителей было бы удобно пользоваться дальше. Потому что жильцы звонили именно нам, они не звонили рекоператору, всегда, первый это управляющая компания. Соответственно, мы всегда обращались, как работа идет, что-то, может быть, помочь нужно. То есть со своей стороны проявляли любую помощь подрядчику, поэтому лифт по документам должен был закончен в конце года, но вот они справились, молодцы, даже раньше намного. Еще хотелось бы сказать пару слов благодарности администрации города, потому что мы направили документы в Ростехнадзор, а это всегда большое время занимает. То есть они проверяют, потом должны прислать сюда человека. Так совпало, что представитель Ростехнадзора находился в городе. Администрация вышла на Ростехнадзор, чтобы именно этот представитель пришел на освидетельствование лифта. То есть нам повезло, так бы нам пришлось бы еще, возможно, полмесяца ждать. А так помогли, он пришел, проверил, акт подписали. Вот есть копия акта ввода в эксплуатацию. То
То есть все, можно пользоваться. Мы меняем лифты в основном исходя из срока эксплуатации лифта. Срок эксплуатации 25 лет. Соответственно, мы не дожидаемся уже этих сроков и в краткосрочный план по замене как бы вставляем лифты, которые уже выработали свой ресурс, так скажем. В этом году мы поменяли всего лишь один лифт. Это вот на Горького 25. Лифт новенький. И региональный оператор проводил аукцион в конце года прошлого, 2020, со сроками выполнения до 30 ноября этого года, так скажем. Так как лифтов было много, это по всей республике Коми, победитель там ООО «Региональное управление КМЗ», Кемеровский, по-моему, завод. Цена у нас замены лифта была 1 780 000 рублей. Лифты поменяли они, ну, можно сказать, досрочно. Хотелось бы поблагодарить за оперативность наше управление Ростехнадзора, это Воркутинское отделение. То есть они прислали специалиста и довольно-таки быстро мы его ввели в эксплуатацию. Хотя на самом деле лифт делали долго, с марта месяца стоял лифт, и вот подрядчик выполнял работу практически по конец мая, начало июня. На следующий год у нас запланированы в рамках капитального ремонта по программе 3 лифта. Это Горького 1, Горького 11, Дзержинского 23, тоже у которых подходят сроки. Будем менять. И на 23 год один лифт номера 38 в третьем подъезде. То есть мы смотрим, первое, на что обращаем внимание, это срок эксплуатации лифта. То есть чтобы поменять своевременно как бы, и более качественно людям было пользоваться своим лифтовым оборудованием. Финансирование капитального ремонта лифтового оборудования осуществляется по программе регионального оператора за счет средств собственников помещений многоквартирных домов, уплачиваемых в виде взносов. Количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией продолжает расти. В Коми суточный прирост заболевших COVID-19 перевалил за 100 человек. По информации сайта stopcoronavirus.rf, с начала пандемии в республике официально подтверждены более 45 тысяч случаев заболевания коронавирусом. За последнюю неделю в Интинском округе выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Несколько человек госпитализированы. На стационарном лечении в инфекционном отделении Интинской ЦГБ находится 8 пациентов. Амбулаторно, оставаясь в условиях карантина с подтвержденным диагнозом COVID-19, проходит лечение 8 человек. Под медицинское наблюдение взяты 9 жителей округа. Всего с начала пандемии в Инте зарегистрировано 673 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. 627 человек из числа проходивших лечение полностью выздоровели. Официально подтверждено 30 случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом. В Инте вновь создадут молодежный консультативный совет. С такой инициативой к главе округа, руководителю администрации Владимиру Киселеву обратилась работающая молодежь. Мэр и активисты на прошедшей встрече обсудили деятельность в сфере молодежной политики. В рамках федерального закона от 30 декабря 2020 года о молодежной политике в Российской Федерации молодежью считаются лица от 14 до 35 лет включительно. В нашем городе достаточное количество таких граждан. Отдельно можно выделить работающую молодежь. Хочу сказать, что в 2014 году распоряжением правительства Российской Федерации были утверждены основы государственной молодежной политики. И основное стратегическое направление в соответствии с этим документом – это создание условий для формирования личности гармоничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей прочным нравственным стержнем. А в 2020 году, в декабре конца 2020 года, вышел федеральный закон, в котором провозгласили, что к молодежи у нас теперь относятся не только лица до 30 лет, но и до 35 лет. В нашем городе таких людей очень много, это очень приятно. И если дети, молодежь от 14 до 18 лет, она у нас, те, которые учатся в школах и студенты, они заняты, то рабочая молодежь, вот, которая до 35 лет, она, так скажем, немножечко сама по себе. Инициативная группа молодых людей, преимущественно состоящая из сотрудников культурных учреждений нашего города, радеет за создание консультативного совета. Данная общественная организация должна решать вопросы молодежной политики города, организовывать молодежь, помогать решать проблемные моменты и осуществлять информационную деятельность. Мы хотим заниматься вопросами молодежи, то есть помощь самоорганизации молодежи, взаимодействие с общественными объединениями, стимулирование гражданской активности молодежи, информационная поддержка молодежного предпринимательства,
формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, экологическое просвещение населения и участие в социальных, общественных и культурных массовых мероприятиях. У нас какая основная проблема в городе для молодежи, как уже было выше сказано, молодежь у нас работающая ничем не занята. Помимо работы. Да, помимо работы. То есть у нас нет у молодежи возможности как-то там развиваться, чем-то заниматься какими-то, может быть, если школьники могут ходить там кружки, вязание, играть на скрипках и так далее, то, допустим, у молодежи такой возможности нету. Ну, можно я внесу да. небольшие поправки? Да, конечно. Да, возможности-то есть. Они не организованы. Именно организации нет. Вот, поэтому именно вот эту нишу мы и хотели бы занять. Вот, да, также у нас есть, работает в Республике Коми молодежная политика. Ребята со всех городов выезжают на различные форумы, то есть они встречаются, обмениваются опытом работы, и этот опыт используют уже на месте в своих муниципалитетах. Мы, в принципе, был у нас обмен опытом с городом Воркута, когда вот они приезжали. То есть мы какими-то, по возможности обменивались и использовали, да, в своей деятельности. Но все-таки есть возможность сделать это как-то более организованно и более глубоко, да. Мэр города Владимир Киселев всецело поддержал данную инициативу. Он пообещал всячески поддерживать активных ребят. На данный момент в списке совета уже есть 10 интинцев, готовых заниматься данным направлением. Молодежь видит по-своему все направления, да, та же комфортное, та же направление все, поэтому будем общаться. Ваше мнение тоже важно для нас. Среди инициаторов создания молодежного консультативного совета директор Центральной библиотечной системы Юлия Михалевич, который входит в состав молодежного парламента Республики Коми 6-го созыва. С наступлением жарких летних дней горожане больше времени проводят на улице. Спасаясь от палящего солнца, жители Интинского округа обычно устремляются на несанкционированные пляжи, позабыв о мерах предосторожности во время отдыха на берегу реки. Сотрудники Государственной инспекции маломерных судов регулярно проводят профилактические мероприятия, направленные на предупреждение несчастных случаев на воде, снижение тяжести их последствий на охрану жизни и здоровья населения. Всевозможные акции по безопасности жизнедеятельности интинцев продолжаются. 18 июня сотрудники управления ГО/ЧС администрации округа и инспекции по маломерным судам на центральной площади города провели профилактическую акцию «Безопасность на воде». Активное участие и помощь в проведении таких мероприятий специалистам всегда оказывают ребята из отряда мэра. Акции по безопасности на водных объектах проходят регулярно. Раздаем памятки с волонтерами, предупреждаем население о том, что где можно купаться, как можно купаться и вообще можно ли купаться, что за это подразумевается, какие виды наказания. Если купание запрещено, в районе аншлагов, баннеров о запрете купания, там предусмотрен штраф от 100 до 1500 рублей. По словам специалистов, в связи с наступлением лета нужно быть готовыми к увеличению количества отдыхающих на водных объектах в местах несанкционированного отдыха населения у воды. Особое внимание уделялось родителям с рекомендациями не оставлять без присмотра детей у воды и научить детей правилам поведения на воде. Хождение детей без взрослых тоже запрещено. Хотелось бы предупредить родителей, чтобы они смотрели за своими детьми, не допускали выхода к водоемам в самостоятельном плавании, скажем так. Вот за это тоже предусмотрено наказание от 100 до 1500. На родителей возлагается такой штраф административный. Ребята раздавали памятки и напоминали жителям об основных правилах поведения в летний период на местах отдыха, а также об ответственности за их нарушения. Мест массового отдыха у воды официальных нет. Пока администрация рассматривает эти варианты, мы будем рассматривать вместе с ними, принимать решение об открытии этих зон, если там будет все в порядке, скажем так, по санэпидемнормам, по разрешающим расстояниям от нашего ТЭЦа любимого и состоянию дна, соответственно. В ближайшее время сотрудники ГИМС совместно со специалистами ГО и ЧС начнут проводить рейдовые мероприятия по интинским несанкционированным зонам отдыха в районе улицы Северной, ТЭЦ и на водозаборе поселка Восточный. За выявленные нарушения специалисты будут налагать штрафы.
В ближайшие выходные во всех магазинах на территории Республики Коми будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. 27 июня отмечается День молодежи, во время которого торговым точкам нельзя реализовывать спиртные напитки. Напомним, в Коми действует закон, согласно которому установлены следующие дни запрета продажи алкоголя. Международный день защиты детей, День молодежи, День семьи, любви и верности, День знаний. Ограничение не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Торговля алкоголем в общепите, не связанная с оказанием услуг общественного питания, федеральным законом запрещена. За нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 20 до 40 тысяч рублей на должностных лиц, от 100 до 300 тысяч рублей на юридических лиц. В Центральной библиотеке появился необычный сотрудник – кошка Зинаида. Она не охраняет культурное учреждение от крыс и мышей, как, например, коты в Эрмитаже. Зина – настоящий член коллектива и любимица посетителей. Корреспондент Ольга Доценко расскажет увлекательную историю, откуда взялась эта пушистая игруля. Пост ВКонтакте о найденной молодой ухоженной кошечке появился в апреле. Тогда малышку нашли у дома Куратова, 19, травмированной. У животного была сломана задняя лапа. Предположительно, она выпала из окна или с балкона. Какое-то время искали хозяев, ждали, что кто-то отзовется и заберет Зину домой. Волонтеры уже занимались лечением кошки. Время шло, но желающих взять пушистого друга не появлялось. И тогда сотрудниками Центральной библиотеки было принято решение приютить Зину. В Центральной библиотеке появился новый сотрудник – кошка Зинаида. Идея взять кошку в библиотеку появилась давно. В одной из соцсетей мы увидели пост о раненой, предположительно выпавшей из окна кошечке. По стечению обстоятельств волонтеры нашли ее по Куратова, 19, то есть рядом с нашей библиотекой. И мы решили, что это знак. Кошечка хромала на одну лапку, была израненная и очень худая. Зина прошла лечение у ветеринара, и ей сделали все необходимые процедуры, все прививки, и она прошла стерилизацию. Теперь Зинаида – полноправный член команды и сотрудник библиотеки, оказывающий антистрессовые и развлекательные услуги. Сейчас Зина почти полностью восстановилась, слегка хромает, но это не мешает ей бегать и прыгать, как будто травмы и не было. Она очень смышленая, и с первого дня в новом доме она запомнила места для еды и туалета. На этой неделе в библиотеке была открыта первая персональная выставка Зинаиды. Сейчас Зина любознательная, игривая и приветливая, и с радостью идет на контакт с читателями. Недавно состоялось открытие персональной литературной выставки про наших любимых котофеев. Библиокошка Зина «Реко мяун дует». Здесь собраны журналы и художественная литература для читателей любого возраста, советы хозяевам по уходу за усатыми друзьями, а также любимые стихи о кошках. В нашей группе ВКонтакте стартовала рубрика с хэштегом «Библиозина», которая уже нашла своих подписчиков. Музейный кот села Выльгард, пас музея Налимов, взявший гран-при в проекте «Кота. Культурная столица», предложил Зине сотрудничество. Библиозина только начинает свою культурно-просветительскую деятельность, но у нее уже большие планы на участие в различных конкурсах и проектах. В скором времени будет создана ее персональная страничка ВКонтакте. Сотрудники библиотеки обещают, что Зинаида будет регулярно радовать интинцев новыми проектами. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале и будьте в курсе значимых событий Инты. Всего доброго и до свидания.